Все, доброе утро. Ну, моя машинка стоит. С утра Дед Мороз подарил. Смотрю, такой опа, Lexus. Нихера себе. Я сейчас домой на нем поеду. На хайвей сверну и по хайвею домой. Вот такие вот чудеса происходят. Ну, все, собрался. О, сейчас дорогу. Сил в ногах уже нет. Чувствую, как раз я сегодня проеду. И, наверное, завтра разгрузочный день надо будет сделать. Как раз 500 километров будет. Сегодня сделаю. Надеюсь. Сейчас завтракаю этим творожком. О, хорошо, вообще вкусная вещь такая. Всего стоит 3 юаня. День сегодня начинается многообещающе. Как и вчера, в принципе. Ночка морозная была. Фу, наконец-то спуск сейчас будет. Хунны и гунны. Предки гуннов, хунны, были небольшим народом, сложившимся в IV веке до нашей эры на территории Монголии. В III веке до нашей эры они переживали тяжелые времена, так как с востока на них давили кочевники сяньби, с запада нажимали согдийцы, которых китайцы называли юэджи. Неудачными оказались и попытки хуннов принять участие в китайских междоусобицах. В Китае тогда шло объединение страны, известное в китайской историографии как «Война царств». Из 7 царств осталось одно, при этом погибло 2/3 населения страны. С китайцами, которые пленных не брали, лучше было не связываться. Хунны оказались союзниками побежденных, и получилось так, что первый хунский Шань-Юй, правитель, платил дань и восточным, и западным соседям, а южные плодородные степи уступил Китаю. Но тут сказались последствия пассионарного толчка, формирующего этнос. Хунский царевич по имени Модде не был любим своим отцом. Его отец Шань-Юй, как все хунны и все кочевники, имевшие несколько жен, очень любил младшую жену и сына от нее. Он решил послать нелюбимого Модде к сагдийцам, потребовавшим от хуннов заложника. Далее царь замыслил совершить набег на Согдиану, чтобы толкнуть согдийцев на убийство сына.
Но тот угадал намерение отца, и когда Шань Юй начал набег, царевич убил своего стражника и бежал. Его побег произвел такое впечатление на хунских воинов, что они сошлись во мнении: Мо Дэ достоин многого. Отцу пришлось поставить нелюбимого сына во главе одного из уделов государства. Мо Дэ приступил к обучению воинов. Он стал применять свистящую стрелу. В ее наконечнике делались отверстия, и при выстреле она свистела, подавая сигнал. Однажды он приказал воинам наблюдать, куда он пустит стрелу, и стрелять из луков в том же направлении. Приказал, и вдруг пустил стрелу в своего любимого коня. Все ахнули: зачем же убивать прекрасные животные? Но тем, кто не выстрелил, отрубили головы. Потом Мо Дэ выстрелил в своего любимого сокола. Тем, кто не стрелял в безобидную птицу, тоже отрубили головы. Потом он выстрелил в свою любимую жену. Не стрелявших обезглавили. А потом, во время охоты, он встретил Шань Юя, своего отца, и выпустил стрелу в него. Шань Юй мгновенно превратился в подобие ежа, так утыкали его воины Мо Дэ стрелами. Не стрелять не рискнул никто. Мо Дэ стал царем в 209 году. Он договорился о мире с сагдийцами, но от него потребовали дани восточные кочевники, которые назывались Дунху. Сначала они пожелали получить самых лучших лошадей. Тысячелийный конь, ли — китайская мера длины, приблизительно равная 580 метрам, так красиво назывался быстроногий жеребец. Некоторые хунны говорили: нельзя отдавать скакунов. Не стоит воевать из-за коней, не одобрил их Мо Дэ, и тем, кто не хотел отдавать коней, отрубил по своему обыкновению головы. Затем Дунху потребовали прекрасных женщин, в том числе и жену царя. Тем, кто заявил: как можно отдать наших жен, Мо Дэ отрубил головы, сказав: жизнь наша и существование государства стоит дороже, чем женщины. Наконец Дунху потребовали кусок пустой земли, которая служила границей между ними и хуннами. Это была пустыня на востоке Монголии, и некоторые считали: эта земля не нужна, ведь мы на ней не живем. Но Мо Дэ сказал: земля — основание государства, землю нельзя отдавать, и отрубил им головы. После этого приказал воинам немедленно двинуться в поход на Дунху. Он победил их, потому что хунны стали подчиняться ему беспрекословно. Затем Мо Дэ вступил в войну с Китаем. Казалось бы, эта война была не нужна. Кочевники жили в степи, а китайцы обитали южнее, за своей великой стеной, во влажной и теплой муссонной долине. Но у хуннов были причины напасть на Китай. Войско Мо Дэ окружило передовой отряд китайцев, с которым находился сам император Любан. Хунны все время обстреливали китайский отряд из луков, не давая ему передышки. Китайский император запросил мира. Некоторые из вельмож Мо Дэ предлагали убить врага, но Мо Дэ ответил: глупцы, зачем нам убивать этого китайского царя? Они выберут себе нового, пусть он живет. Ведь основные силы китайцев стоят в арьергарде, мы с ними еще не воевали. И Мо Дэ заключил с этим императором, основателем династии Хань, договор мира и родства. 198 год. Это означало, что обе стороны будут жить, не покушаясь на земли друг друга. Хунны привыкли кочевать в степи, их не смущал холод, а китайцы любили мягкий климат долины Хуанхэ и совершенно не собирались выходить в степь. В это время китайцы уже научились изготовлять шелк, драгоценный товар древности. Была достигнута договоренность, что хунны дают китайцам лошадей, а китайцы платят за коней шелком. Шелк в те времена был крайне нужен и оседлым народам, и кочевникам.
Людей мучили насекомые-паразиты, спасением от которых были только шелковые одежды. И если какая-нибудь хунка получала шелковую рубашку, ей уже не приходилось все время почесываться. С помощью сагдийских купцов китайский шелк покупали и римляне. У них была та же беда. Мыла в ту пору не было, и римляне натирали тело маслом, затем счищали его скребками вместе с грязью, а после распаривались в горячей ванне. Однако мерзкие паразиты через некоторое время появлялись вновь. Красавицы-римлянки, соблазнительные и влиятельные, требовали у мужей и поклонников шелковые туники. Эти туники стоили безумно дорого, почти так же дорого, как золото. Римляне тратили на шелк огромные деньги, покупая его у купцов-посредников в Иране и Сирии, дарили своим женам, любовницам и не имели средств расплатиться с своими солдатами. Из-за неуплаты жалования солдаты поднимали восстание, и императоры и вельможи гибли в огне мятежей. Но эта страшная политика, погубившая Рим, продолжалась еще 200 лет, I-III века. Очень неприятная ситуация была и в Китае. Китайцы получали за шелк или лошадей от степняков, или предметы роскоши из Средиземноморья. Кораллы, пурпурная краска, драгоценности доставались знати, а шелк брали у крестьян. Все желали получить как можно больше драгоценного товара, чтобы, продав его, ублажить своих жен и дочерей. Естественно, что у китайцев развилась система, при которой все делалось, как бы сегодня сказали, по блату. Все жены и наложницы императора, а императору полагался гарем, стали протаскивать своих родственников на должности правителей и начальников. Эти родственники, получив право на управление какой-либо областью, немедленно начинали прижимать крестьян, чтобы добыть деньги на взятки. Их преступления, естественно, не могли оставаться секретом для правительства. Китайцы все время писали друг на друга доносы, благо среди них было много грамотных. Наместников время от времени казнили. Но те, предвидя горькую судьбу, закапывали в землю клады, сообщая места своим детям. И потому правительство, хорошо зная нравы соотечественников, стало казнить не только преступника, но и всю его семью. Итак, торговля шелком оказалась губительной для обеих империй, римской и китайской. Между тем, противостояние Хунну и Китая продолжалось. И хотя в Китае было 50 миллионов населения, а всех хуннов около 300 тысяч, борьба, вызванная потребностью кочевников в шелке, муке и железных предметах, шла на равных. Кони китайцев были намного хуже, чем скакуны степняков. Экспедиции в хунские степи обычно заканчивались гибелью конных китайских отрядов. Когда китайцам удалось узнать, что в Средней Азии есть небесные жеребцы, породистые кони, похожие на лошадей арабской породы, они отправили туда военную экспедицию. Осадив город Гуйшан, район современной Ферганы, китайцы потребовали выдачи лучших жеребцов, осажденные уступили, и китайцы, вернувшись с добычей, приступили к разведению новой породы. Преуспев в этом деле, они стали совершать удачные набеги на хуннов. Мало того, они уговорили соседей-кочевников с востока, с севера и запада выступить против хуннов. В 93 году хунский Шань Юй проиграл решающую битву, бежал на запад и пропал без вести. Держава хуннов развалилась на части. Одни племена рассеялись в южносибирских степях, другие ушли в Китай, ибо в это время в Великой степи наступила засуха, стала расширяться пустыня Гоби на севере Китая, и хунны смогли передвинуться на засохшие китайские поля, где образовались милые их сердцу сухие степи. Часть же хуннов направилась в Среднюю Азию и дошла до Семиречья, район современной Алматы. Здесь и осели малосильные хунны. Самые отчаянные двинулись на запад.
они прошли через весь Казахстан и в 50-х годах II века вышли к берегам Волги, потеряв при этом большую часть своих женщин. Те физически не смогли вынести такой переход, да и из мужчин выжили лишь самые крепкие. Хунны быстро освоились в новых, удобных для скотоводства местах, где их никто не трогал. Женщинами они обзавелись, сделав набег на аланов, а объединившись и породнившись с народом вогулов, манси, хунны создали новый этнос — западных гуннов, также мало похожих на старых азиатских хуннов, как техасские ковбои на английских фермеров. Эти западные гунны, для простоты мы будем их называть гуннами, начали войну с готами. Сначала гунны завершили разгром аланов, истощив их силы бесконечной войной. Государство гуннов расширилось и заняло просторы между реками Урал, Яик и Дон. Готы пытались удержаться на рубеже Дона, но они были обессилены изнурительной борьбой со славянами. Поэтому, когда гунны через Керченский пролив, Крым и Перекоп вышли готам в тыл, те побежали. Остготы покорились гуннам, визиготы, переправившись через Дунай, оказались в Римской империи. Гибель державы готов обеспечила свободу действий славянам. Но память о былом господстве в южнорусских степях готов, некогда захвативших славянского вождя Божа и распявших 70 славянских старейшин, сохранилась. Вернемся к готам, укрывшимся в Византии. Они исповедовали христианство по арианскому обряду. Арианство — учение александрийского священника Ария, 256-336 годы, по которому Бог-Сын Христос не равен Богу Отцу, а лишь подобен Ему. Это учение было осуждено на соборе в Никее в 325 году. А в Восточной Римской империи восторжествовало никейское православие. Союза и дружбы не получилось. Римляне потребовали, чтобы переходящие Дунай готы сдавали оружие, и те согласились. Но когда императорские чиновники стали обирать готов, требовать с них взятки, отнимать жен, детей и имущество, оказалось, что готы сохранили достаточно оружия, чтобы поднять восстание. В 378 году при Адрианополе восставшие сразились с римлянами, разбили их, убили императора Валента и подошли к стенам Константинополя. Хотя город был хорошо укреплен, у готов были все шансы его взять, однако римлянам помог странный случай. В римской армии был отряд конных арабов. Всадники кружили вокруг пеших готов. Один из готов отстал, и арабский всадник нагнал его и, ударив копьем, сбил с ног. Затем, спрыгнув с коня, перерезал врагу горло, напился крови, закинул голову и завыл. Испуганные готы решили, что это оборотень. Они отступили от Константинополя и отправились грабить Македонию и Грецию. Усмирить их оказалось нелегко даже Феодосию Великому. Но мы оставим готов сводить счеты с Римской империей и вернемся в Восточную Европу, к славянам и русам. Существуют различные гипотезы о происхождении русов, которых на разных языках называли по-разному: рутены, росы, руги. Автор склонен видеть в них племя древних германцев. Славяне участвовали в готско-гунской войне и, естественно, на стороне гуннов. К несчастью для гуннов и славян, великий вождь и завоеватель Аттила в 453 году заболел и умер. После него осталось 70 детей и молодая вдова, даже не потерявшая невинность. Возник вопрос о наследнике. Все сыновья Аттилы претендовали на престол отца, а покоренные племена поддерживали разных царевичей.
Большинство гуннов стало на сторону вождя Эллака, но против него выступили гепиды и остготы. В битве при Недао, славянское название этой реки Недава, гунны были разбиты, Эллак погиб. 454 год. Попытки гуннов бороться с византийцами привели их к поражению на Нижнем Дунае. На востоке, в Поволжье, гуннов разбили 463 год и подчинили себе сарагуры. Часть уцелевших гуннов ушла на Алтай, другие на Волгу, где, смешавшись с аборигенами, они образовали народ чувашей. Место действия осталось пустым. Были все шансы его взять, однако римлянам помог странный случай. В римской армии был отряд конных арабов. Всадники кружили вокруг пеших готов.
Один из готов отстал, и арабский всадник нагнал его и, ударив копьем, сбил с ног. Затем, спрыгнув с коня, перерезал врагу горло, напился крови, закинул голову и завыл. Испуганные готы решили, что это оборотень. Они отступили от Константинополя и отправились грабить Македонию и Грецию. Усмирить их оказалось нелегко даже Феодосию Великому. Но мы оставим готов сводить счеты с Римской империей и вернемся в Восточную Европу, к славянам и русам. Существуют различные гипотезы о происхождении русов, которых на разных языках называли по-разному: рутены, росы, руги. Автор склонен видеть в них племя древних германцев. Славяне участвовали в готско-гунской войне и, естественно, на стороне гуннов. К несчастью для гуннов и славян, великий вождь и завоеватель Аттила в 453 году заболел и умер. После него осталось 70 детей и молодая вдова, даже не потерявшая невинность. Возник вопрос о наследнике. Все сыновья Аттилы претендовали на престол отца, а покоренные племена поддерживали разных царевичей. Большинство гуннов стало на сторону вождя Эллака, но против него выступили гепиды и остготы. В битве при Недао, славянское название этой реки Недава, гунны были разбиты, Эллак погиб. 454 год. Попытки гуннов бороться с византийцами привели их к поражению на Нижнем Дунае. На востоке, в Поволжье, гуннов разбили 463 год и подчинили себе сарагуры. Часть уцелевших гуннов ушла на Алтай, другие на Волгу, где, смешавшись с аборигенами, они образовали народ чувашей. Место действия осталось пустым. Чуть ниже спуститься, и уже вот снега нет, по крайней мере на южных склонах. Сразу заметил, сколько я этих туристов, дело туристов видел внизу, когда поднимался. А сейчас еду, ни одного не вижу, никого. Чуть холодно стало, все, никого. Да, кстати, советую вот эту смазку, которую я во Вьетнаме брал, Тефаль. Очень хорошая. Цепь я вообще не чищу, но она относительно чистая. По крайней мере, мне есть чем сравнивать, когда я пользовался обычным моторным маслом.
Тогда вообще были комки просто черные, а вот это относительно чистая. И она еще специализирована здесь для снега, для дождя. То есть прям наглядно. Результат на лицо намного лучше, чем обычное машинное масло. Она как бы самоочищается целиком. Это что такое? Это кто такие маленькие? Такие малыши. Такие забавные.
Затискать охоту прям. О, гаишники стоят, вон камеру поставили. Бдят, как у нас в России. Первый раз я такой вижу, кстати. Ну вот здесь развилочка до Ланчжоу 305 километров, и дорога уходит налево. В общем, я решил, что мне Ланчжоу не нужен, делать там нечего. Если я спущусь до Ланчжоу, я уже на высокогорье подниматься не буду, то есть попаду уже в пустыню, в Гоби, буду ехать по Гоби. Но что-то мне не особо хочется по этому маршруту ехать, потому что Ланчжоу не совсем правильное направление для меня. Это идет на север. Мне нужно северо-западное направление. И я решил поехать на Синин. На город Синин как раз северо-западное направление. Потом выйду на озеро Кукунор. До Синина примерно столько же, 300 километров. Просто мне сейчас надо на другую трассу спрыгнуть. По вот этим второстепенкам. И будет интереснее дорога. Она сложнее маршрут. Я посмотрел, там перевальчики есть такие нормальные. Зато интереснее. Когда еще в Тибете побываю-то? Что тут? Легких путей не буду искать. Приключения только начинаются. Ну вот здесь город на перекрестке. Сейчас заеду, надо пообедать и в путь. Сейчас на подъемчик пока. Трасса хорошая, тишина. О. Солнышко печет, прям жарко стало в куртке уже. Весна настоящая. Тут снова степи начались. Пока. Пойду прогуляюсь чуть-чуть.
О, вот паломники ходят. Или... Да, нали? А, туда, на Синин. Йо, Кукунор, Цинхай. Да. Оп. Во, все. А? Ну вот, снимает вот так вот. Ладно, калежу. Ага. Все, поехали дальше. Красота-то какая, а! Вот здесь, смотрите, вроде бы глухая степь, да, а стоят контейнеры, мусорные контейнеры. И мусора по обочинам я практически не вижу, очень мало. Понятно, что население небольшое здесь, да, вот там поселение. Вот здесь вот кочевые, говорю, скотоводческие чисто вот деревушки такие, хуторки можно назвать. Аулы, я не знаю, как назвать у них здесь. Но все равно, в Казахстане, например, очень много мусора, хотя население тоже небольшое, по обочинам едешь. Здесь мусор, только вот эти лежат буддийские листочки, которые с молитвами, их раскидывают белые, их много очень. Но не будем их считать за мусор, ладно. Все-таки это не пластик. А так вообще красота, шик. Погода здесь быстро меняется. Вот уже тучки начинают приходить, смотрю, снеговые. Что-то я этот знак не понимаю. Человек зачеркнутый. Типа ходить сюда нельзя, что ли? Или выбрасывать людей сюда нельзя? Ох, погода как меняется, уже куртку надо надевать. То жарко, печет, потеешь. Сейчас снег надует, я уже чую. Такая свежесть снежная. Интересно здесь такие винтороги и барашки. Где их еще увидишь-то? Нигде таких не видел. Ни на Кавказе, ни в Средней Азии. Опять не успел заснять. Псина меня хотела цапнуть. Во! Все,
Колледжу. Капец, динозавр там. Вон еще динозавры. Ну это на цепи. О! О, какой страшный. Какая-то безбашенная порода, я нигде такой не видел. Как она называется, не знаю, но тибетский какой-нибудь алабай. Ну реально нигде. На Кавказе там хорошие собачки. Да и в Средней Азии я такого не встречал. Тут вообще дикие. Порода вообще безбашенная. Вот я уже сколько еду по Тибету. Я вот китайского духа здесь вообще не чувствую. Здесь какая-то особая территория, прям особый дух витает. Вот только китайские иероглифы напоминают о том, что это Китай. Да, это точно. Это Тибет, детка. Сейчас селение одно. Отдохнуть надо. Сейчас подъем, все будет подъем. Перевальчик. Уже проехал 85 километров. Сил уже нет. Высота где-то 3300. Ну, тут одно скотоводство везде. И вот тут много куч навозных. Им, кстати, тут печки топят. И хороший жар дает. Я уже испытал. Сидел в одной. Грелся там. Кидали его. Лучше, чем уголь, по-моему, даже. Я, кстати, на лошади никогда не ездил. Когда-нибудь надо будет это исправить. На картах вообще неправильное название селений. У меня там вот Maps.me вообще Кусай написано. Чё Кусай, не знаю только. Уже впереди перевальчик. Перевальчик вымотали меня. Эти перевальчики сегодня уже 90 проехал. Устал. Его проехать, потом спуститься, там селение будет внизу. Километров 20. Арасы! Арасы! Аласы. Йо! Сейчас туда. Шинин! А? Шинин! Шинин, Тинхай! Хей. Йо! Байкеры. Туда? Да не, его. Может на коня мне пересесть, да? Чивало. А? Чино. Я. Йо. Все, коллежу. Спасибо. Спасибо. Докатили меня до перевала. За мотиком, честно, опасно. Вообще страшно. Он виляет еще чуть-чуть. Это не за грузовиком. Ну все. Спасибо. Спасибо, ребята. Давайте, всего доброго. Давайте. Тоже поеду так. Ох. Давай. Давай.
Все, спускаемся. Сейчас не закалить, главное не околеть. Выйду в долину. Я вот не понимаю вот смысла этих видео. Что он этим хотел сказать? Типа приветствует, что ли? Но он меня больше бесит, раздражает, чем это приветствует. У меня, говорю, вот после там Вьетнама вот от этих гудков уже нервный тик начинается. Ну и в Китае тоже много бибикают, только не все народы. Китайцы сами много бибикают. В Тибете поменьше, но вот тут мало. Оу. Вот и долина уже спуска. Эти бараны вообще непредсказуемые. В любую сторону могут дернуться. Вот снова простор, долина. Я нигде таких мест еще не видел. Ни в горах Кавказа, ни в Средней Азии. Нигде. Такого ландшафта нигде не видел. Это долины, так, горы, долины, горные такие долины. Офигеть просто. Горные степи. Высокогорные. Кстати, к холоду уже адаптировался. Уже не так холодно. Вот на этом спуске, если бы я там неделю назад спускался, я просто задубел. А сейчас как-то терпимо, нормально. Адаптация делает свое дело. Это хорошо. Я влюбился в Тибет. Определенно влюбился. Я буду всегда вспоминать эти горы, возвращаться сюда мысленно. Это просто красота, это божественно. Эй, лошадь! Пастухи сейчас все в мотоциклах. На лошадях уже мало кто. Ох, какая долина. И вон маленький городочек там внизу. Камера не передаст.
плетутся. Да, долгий спуск, уже подмерзают ноги, коленки. Уже километров 20, наверное, спуск. Ух, наконец-то доехал. Нашел место, какую-то гостиничку за 50 юань. Вначале 80 мне закинули. А потом еще оказалось, что здесь туалета нет, и не помыться. Надо куда-то ходить, там в туалет даже, офигеть. Я еще ниже хотел, я говорю, давай за 30. Но не хочет. Толчок, как без толчка ходить туда, что ли, постоянно? Буду из окна, значит, это поливать. Что делать? Ладно, я уж не стал другой что-то искать. Бог с ним. Ой, сейчас покушать надо еще. Я сегодня ничего не ел, кроме творожков этих с утра. Чай только пил. Все, велик при мне сейчас будет. Взял творожков еще этих, полюбил я их очень сильно. Благотворно влияют на мой организм. Что-то там тучки вообще какие-то суровые. Ладно, располагаться. Доброе утречко. Только искупался. Даже уезжать неохота отсюда. Вещи никак не могу забрать. То хожу по пляжу туда-сюда. Ай, но надо сегодня выезжать. Из Таиланда. Сегодня за границу. Блин, так по-другому совсем на большом экране все смотрится. Вода прибыла. Классно. Офигеть, я на море, оказывается, был. Вот линия. Блин, я сегодня всю ночь буду себя смотреть. С Таиланда в Камбоджу. Где это Камбоджа уже, да?